Когда минус на термометре безнадежно застрял на двухзначных отметках, мы вспоминаем о людях, работа которых особенно заметна и важна зимой. Это программа «Энергия». Здравствуйте. Начало ноября, а точнее его первая неделя, была щедра на праздники и выходные дни. Однако все эти дни народного единства и согласия и примирения остались в тени юбилея районного масштаба. Нерингри стал на год старше, но не больше. Может показаться, что его день рождения называют не днем города, а района для солидности. Но это, скорее всего, не так. На юбилее гуляли как на свадьбе, то есть задорно, весело и 3 дня кряду. 4-й, как всегда, предназначался для обретения нужной кондиции перед рабочими буднями. А начали отмечать в узких производственных кругах на Нерингринской ГРЭС 2 ноября. Впрочем, коллектив энергетиков был разбавлен, как и подобает в подобных торжественных случаях, высокими гостями. Руководители районной, городской и поселковой администраций прибыли с особой миссией. Не только еще раз напомнить, с чего начинался Нерингри, и поздравить работников станции, но и наградить их. Почетные грамоты и благодарственные письма различных министерств республики, а также местных исполнительных властей были вручены 17 работникам Нерингринской ГРЭС. Но самый внушительный трофей достался заместителю начальника котло-турбинного цеха Чульманской ТЭЦ Владимиру Дорофееву. Золотые наручные часы и грамоту президента Якутии он получил из рук, собственно, президента Якутии Егора Борисова. Но это было уже совсем другое торжественное собрание, хотя и по тому же информационному поводу. Мы рассказываем о людях, которые несут в нашу жизнь безусловные блага, тепло и свет. А вот если они не являются делом рук энергетиков, а сотворены огненной стихией, то это уже никакие не блага, а самая настоящая угроза целому предприятию. На этот случай, случай пожара, на Нерингринской ГРЭС есть своя пожарная часть номер 18. 18 ноября она отметила свое 25-летие, то есть данное подразделение и сама станция почти ровесники, что логично. Жизненно важный объект нужно охранять с момента его запуска и с особой ответственностью. Впрочем, бойцам это объяснять нет надобности. К чрезвычайным ситуациям они готовы круглосуточно. Караулы по очереди несут службу, контролируют ситуацию в цехах и на оборудовании, регулярно проводят учения и тренировки. Результат очевиден, и о нем не раз вспоминали на торжественном мероприятии. За все годы работы не было ни одного сколько-нибудь серьезного происшествия. Это при том, что Нерингринскую станцию сами пожарные считают исключительно сложным предприятием. Производственный процесс с применением горючего топлива, большие коммуникационные системы и кабельное хозяйство – все это создает трудности в обеспечении должного уровня противопожарной защиты. Но сотрудники части с поставленными задачами справляются. Кроме того, коллектив этот очень дружный и стабильный. Свое 20-летие 5 лет назад он, помнится, отмечал практически в том же составе. Как и тогда, пожарных станций приехали поздравить и вручить подарки, естественно, их нерингринские коллеги из других пожарных подразделений. Директор Нерингринской ГРЭС Алексей Старцев, обращаясь к юбилярам, заметил, что он начал трудиться на предприятии тоже в 1985 году, только на 3 месяца раньше первого пожарного караула, заступившего на службу. А пожелания виновникам торжества были традиционными для представителей этой опасной профессии. Всего самого наилучшего. Сухих рукавов, ребят. С праздником. Нас не надо долго ждать, и секунды на счету. Нерингринский гарнизон постоянно на посту. До главного праздника всех энергетиков, а значит и нашей программы, осталось меньше месяца. Самое время начать отмечать лучших сотрудников. Сегодня наш рассказ будет о 3 очень важных подразделениях Нерингринской ГРЭС. Примечательно, что сотрудники всех 3 в беседе с нами неоднократно называли свои цеха самыми нужными. И все они правы, потому что отними у Нерингринской ГРЭС хоть одну какую-то структурную единицу, останешься без электричества, отопления, а может и без того и другого сразу. Поэтому слушайте рассказ о первом по порядку электроцехе. Электроцех является одним из основных цехов ГРЭСа. В электроцехе, именно в электроцехе, в оперативном персонале работает 5 человек, это состав смены. Наша работа как оперативного персонала – это поддержание необходимого и требуемого режима работы, оборудование, слежение за нагрузкой
требуемой за качеством и, скажем так, количеством электроэнергии. Персонал электроцеха был набран, когда сама станция еще строилась, так что его первые сотрудники участвовали в пуске 3 энергоблоков и основного оборудования предприятия. Коллектив подразделения чтит не только своих ветеранов, но и традиции, спорт, совместный отдых, участие в конкурсах и концертах. Основная специальность этого подразделения – электроприводчик, а главным поставщиком кадров для электроцеха был и остается ЕГУ. В этом году ряды энергетиков также пополнились новобранцами. Я закончил институт, Якутский государственный университет в 2010 году и в сентябре этого года уже устроился на Нерюнгринскую ГРЭС. Здесь коллектив меня принял очень тепло, замечательные люди здесь работают, опытные, профессионалы своего дела. Ну, как работается, еще, конечно, втягиваюсь в работу, знакомлюсь с оборудованием. Молодых ставят на крыло их старшие коллеги. Так что пресловутый сплав опыта и молодости имеет место. Это, в общем, типичная картина для всех подразделений НГРЭС. Предприятие существует больше четверти века. Первые поколения его работников уходят, и в коллектив энергетиков вливается свежая кровь. Со мной в вахте работают также Дэмы Ревякин Григорий и Плахин Андрей. Плахин Андрей высшее образование имеет, сейчас учится на 2-е высшее образование в Новосибирске. Ревякин Георгий тоже имеет высшее образование. Состав бригады подобрался хороший. Я ими доволен. Мы так же, как и поддерживаем состояние оборудования, обслуживаем нами. Также наше подразделение электроцеха самое, как считаю, главное на ГРЭСе. Без нас никто не может обойтись, ГРЭС знает. Такое умопомрачительное количество приборов, рычажков и кнопок человека, далекого от энергетики, удивит и озадачит. Трудно представить, что есть на свете люди, специалисты котло-турбинного цеха, которые не просто разбираются во всем этом великолепии, но и чувствуют себя здесь, как рыба в воде. На самом деле оборудование на станции действительно очень сложное, и поэтому требуется очень высокий профессионализм и высокая квалификация персонала. Дело в том, что когда станция опускалась в 1983 году, был действительно очень сплоченный и грамотный коллектив, но со времени прошло действительно уже очень много, и большое количество ветеранов ушло на заслуженный отдых. И сейчас в коллективе сложилась такая ситуация, что коллектив на самом деле стал сплочением мудрости, может быть, молодости и опыта. И ветераны, которые имеют очень большой опыт, передают свои знания молодым работникам. Возьмем на себя смелость предположить, что имеется в котло-турбинном цехе. Видимо, котлы и турбины. В яблочко – это ключевое оборудование станции. А вот о его характеристиках и деталях производственного процесса лучше поведает начальник КТЦ. В котельном цехе находится 3 больших котла производительностью 670 тонн в час, которые сжигают уголь и вырабатывают пар. Пар подается на турбины. Турбина крутит генератор, который вырабатывает электрическую энергию. Кроме того, турбина выдает пар еще на сетевые подогреватели, которые греют горячую воду для города и поселков. В нашем обслуживании находится береговая насосная станция, масломазутное хозяйство, сетевая установка, которая подает горячую воду в город и поселки. В то же время в структуре нашего цеха находится еще и водогрейная котельная, на которой находятся 4 водогрейных котла, которые в нужный момент могут поддержать теплоснабжение города. Большое количество разнообразного и сложного оборудования определяет число сотрудников подразделений. В котло-турбинном цехе трудятся 150 человек самых разных специальностей. Это начальники смен котло-турбинного цеха, старшие машинисты, машинисты энергоблоков, машинисты обходчики турбин и котлов, старшие машинисты водогрейной котельной. Исходя из этого видно, что специальности действительно очень востребованы, и у нас в городе такие специальности не готовятся. Но ввиду того, что оборудование
очень сложно, и требуется высокая квалификация персонала. И поэтому из 150 человек у нас 69 человек имеют высшее образование, 35 человек имеют среднеспециальное образование. И на данный момент 12 человек обучаются в высших учебных заведениях или среднеспециальных учебных заведениях. Ну, хочется выделить таких перспективных ребят, как Родионов Юрий Николаевич, машинист блока является уже. Вот. Активный товарищ, недавно стал победителем конкурса «Молодая семья». Вот. Также вот в смене у меня также работает Смирнов Павел, машинист блока. Активный спортсмен, с хорошей реакцией машинист. Ветеран в смене Заусаев Анатолий Олегович. Ну, тот уже как заслуженный, обучает молодой персонал. Да и сам Алексей Антонович тоже настоящий ветеран. Только на Нерюнгринской ГРЭС он трудится уже 25 лет. В Якутию приехал, имея некоторый опыт работы в энергетике. Работал на Троицкой ГРЭС в качестве старшего машиниста энергоблоков 300 мегаватт. Так что ступени роста у меня здесь прошли быстро все эти. Работал и старшим, и замначальника цеха работал, но все-таки оперативная работа мне больше устраивала, и поэтому я ушел на оперативную работу. Вот уже с 91 или 92 года работаю в должности начальника смены цеха. Эти люди следят за тем, как функционирует оборудование и днем, и ночью. Такой круглосуточный режим работы котло-турбинного цеха гарантирует бесперебойную выработку тепла и света, а значит спокойствие всего города. И мне хотелось бы пожелать энергетикам в преддверии Дня энергетика здоровья, счастья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Ну а жителям города, естественно, постоянного тепла и света в их квартирах. Производственный участок номер 4 района тепловых сетей обслуживает магистральные тепловые сети, которые занимаются транспортировкой тепловой энергии от теплоисточника Нерюнгринской ГРЭС потребителям к городу Нерюнгри, промзоне Якут-Угля, поселку Беркакит. Аналогичных участков в составе районных тепловых сетей несколько. Вообще хозяйство у этого подразделения НГРЭС большое и хлопотное. Многие сотни километров тепловых сетей различного диаметра, за состоянием которых нужно следить и своевременно приводить в порядок. Ну, в принципе, мы этим и занимаемся, и выясняем там причины неисправности. На это все записывается, естественно, и потом это все, в ремонтный период это все делается. Коллектив РТС большой, дружный, творческий, спортивный. Но в первую очередь, конечно, очень профессиональный. В нем трудится много специалистов не просто с большим опытом, а опытом работы именно на Нерюнгринской станции. Ветеранов на данном участке у нас, в общем, 4. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей Моторин Александр Григорьевич, бригадир наш. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей Лихоманов Евгений Георгиевич. Наш постоянный дежурный персонал, который работает по сменам. Я ветеран тоже считаюсь, 24 года уже. И старший мастер Дементьев Владимир Александрович. В энергетике он отработал более 35 лет, из которых, в общем, с 89 года Владимир Александрович работает на данном участке. Численный состав участка 30 человек с учетом ИТР. Специальность слесарь по обслуживанию тепловых сетей. Группы 4-5 высококвалифицированные считаются. Скоро праздник День энергетики. Так что поздравляю всех энергетиков с праздником. Желаю им, конечно, здоровья и счастья, чтобы у них было все нормально. Это был последний осенний выпуск программы «Энергия» в уходящем году. Наберитесь энергии и терпения. Впереди не только длинная зима, но и чуть менее длинные, но очень долгожданные праздники. Удачи и до встречи!